текущая эпидемиологическая ситуация в нашей республике? Добрый день. Сегодня в Республике Саха-Якутия продолжает оставаться напряженной ситуация по завозу и распространению новой коронавирусной инфекции. Так, на сегодня на 11 часов у нас зарегистрировано уже 159 случаев. Вчера это было 5 новых, сегодня уже на 11 часов, еще раз повторюсь, 7 новых случаев. Причем хотелось бы отметить, что мы сегодня видим 3 вида этих распространения этого вируса. Это первые завозные случаи, они продолжают иметь место быть. Второй – это круг контактных, которые мы тоже выявляем интенсивно. И третий, самый опасный, на наш взгляд, это то, что сегодня мы уже видим хаотичное распространение вируса по республике. У нас есть лица, которые не могут определиться своим противоэпидемическим анамнезом. Как, например, вчера показал случай в Хангаласском районе, где у нас житель никуда не выезжал, ни с кем не контактировал. Сегодня ореол географически расширяется, задействовано уже в борьбе с вирусом 9 наших районов, и в том числе город Якутск. У нас 18 человек выписалось с выздоровлением, и, к сожалению, вчера одна пациентка ушла. Мы приносим свои искренние соболезнования родным и близким. Наши врачи делали все, что могли, боролись за ее жизнь, но, к несчастью, здесь как раз был тот перечень заболеваний, который дает осложнения при новой коронавирусной инфекции. Это хроническая обструктивная болезнь легких, бронхиальная астма и единственная почка. Поэтому я призываю, наверное, всех жителей еще раз неоднократно подумать о здоровье своих родных и близких. Если для молодых это вирус практически протекает бессимптомно, у нас такие ситуации есть, мы видим такие случаи, дети у нас носят бессимптомный характер и являются переносчиками, то, конечно, для возрастных наших пациентов это очень тяжелое испытание, тяжелое течение заболеваний, к сожалению, которые приводят вот к таким летальным случаям. У нас также еще 2 пациента, крайне тяжелых. Мы также боремся за их жизнь. И еще раз хочу отметить работу медицинских работников, которые неустанно в течение уже почти 1,5 месяцев стоят у койки больного в достаточно сложной ситуации. Здесь надо сказать, что я, наверное, тоже хочу призвать и медицинских работников соблюдать все меры предосторожности, максимально придерживаться правил противоэпидемических мероприятий, потому что мы являемся, наверное, главными защитниками сегодня здоровья нашей страны. Спасибо. Спасибо большое. Это был брифинг оперативного штаба Якутии с информацией на 11 часов дня 26 апреля. Оставайтесь на нашем канале. Внимание, уважаемые якутяне, сограждане! Каждый день увеличивается число якутян, зараженных коронавирусом.